Республика Грузия должна перестать существовать просто. Если мы хотим, чтобы в Абхазии было все хорошо, они угроза для нас, братан. Я это так вижу, понимаешь? Вот 30 с чем-то, с лишним лет прошло, братан, я не знаю. Они не заслужили иметь свое государство, понимаешь? Они не хотят со своими соседями считаться, они не хотят, они называют ингушей своими братьями, короче, они с ингушами даже поговорить не могут, потому что у них языковой барьер, понимаешь? Они сами создали языковой барьер со своими братьями. Братского народа у них нету, ничего у них нету. А за того, что там достойные, хорошие ребята есть или что-то есть. Слушай, вон, я говорю, у них будет курды 2.0. Их там 40 миллионов, они не имеют свое государство. Они живут в других государствах. Вот так же они будут жить, понимаешь? Если есть выбор между ихним государством и нашим государством, нахуй ихнее государство. Это понятно. Я заебался, братан, блядь. Вот это пишут, короче, понял, историю не знаете, маму ебаль, сука, маму ебаль. Ну, блядь, ну что это такое? Что за детский сад? Я скажу. Я, безусловно, тебя понимаю. Но их государство, безусловно, сегодня является вражеским для нашего, потому что у нас не подписаны договора. Но Грузия, она имеет свою историю, она как государство должно быть, но не должно быть. Она имеет, Гоша, свою историю, но она не афиширует свою историю. Она нашу историю, блядь, себе афиширует, понимаешь? Подожди, да я доскажу. Ну не на них надо смотреть, будет ли у них, не будет государства, и на них не надо, на себя надо. Надо быть, Ричард, настолько сильными, чтобы они на тебя не пытались напасть. Вот сегодня, смотри, безусловно, Абхазия это Абхазия, и в истории Грузии это написано, что Абхазия это Абхазия. Это везде зафиксировано, записано, это исторические факты, там, начиная от царя Леона и так далее. Государственность Грузия получила за счет абхазского государства. Но вопрос не в этом, вопрос в их политической конъюнктуре последних несколько столетий, которая ведет вот такую вот вражескую, понимаешь, по отношению к нам политику, по отношению к малым народам, таким как мигрелы, сваны. Ну, они сегодня, программа ассимиляции и программу кто-то им внушил, что они типа самые великие, самые лучшие. Но это не у всех. Это, к нашему сожалению, те люди, которые нам попадаются. Ну, я, безусловно, знаю и верю, что есть хороший, достойный, весь народ не виноват. Ты понимаешь, ты говоришь, забрать у них территорию. Ну, забрав у них территорию, ты говоришь, забрать страну, там может быть какой-то более опасный сосед. Вот смотри, Тао-Кларджети, это неотъемлемая часть Грузии. Тао – это Грузия. Там всегда жили грузинские народы. Но сегодня ты слышишь, чтобы Хвича Кварацхеля, сборная Грузия по футболу, кричала, что Тао-Кларджети – это Саакартвело. Ты слышал, чтобы они так кричали? Нет. Они кричат про Абхазию, про Осетию, потому что, знаешь почему? Потому что они думают почему-то, что они могут нас прийти силой победить. А про это они не говорят, потому что турки сильны. Ричард, когда ты будешь сильный, тебя никто трогать не будет, понимаешь? Это мир так создан с точки зрения сильных, понимаешь? Но я не знаю, откуда у них уверенность, что они сильные. Это глупость. Понимаешь, если ты хочешь наладить отношения с тем народом, с которым с тобой не хочет жить, это глупо. Сегодняшняя политика и к этому и ведет, что они наладят с нами отношения с точки зрения соседского государства. А вот эти недобитки, так скажем, хедрионовские, все остальные, мишисты. В основном, Ричард, конфликт с кем у нас здесь? В основном с теми, кто поддерживает Мишу Саакашвили. В основном. По большей части. Гоша, я тут даже, знаешь, я тут вот общался, тут ребята тоже слушали. Да. У меня основная часть, знаешь, разговора о чем была. Даже дело не в том, что там война, там кто-то на кого-то напал. Нет, я говорил о том, что вот многие там жалуются, да, вот вы нас ненавидите, вы нас ненавидите. Я начал это обосновывать тем, что вот смотри, наши спортсмены поехали в Ереван играть в футбол. Их, блядь, грузины, короче, пожаловались к этим к армянам подошли, там кто это организовывал, этот чемпионат, короче, и сказали, короче, либо, короче, абхазы не выступают, либо, короче, мы не выступим, но, соответственно, мы еще и пожалуемся на вас. Соответственно, короче, они отреагировали, то есть они все это время к нам, или певцы хотят ехать, или спортом, даже вот пример Хабиба, понимаешь, ура, не дают, понимаешь, вот они везде жалуются,
крадутся, ходят, бродят, вот это ихняя политика, понимаешь, вот ихнее государство, от того, что оно ходит, жалуется, какие-то условия начинает ставить. Мы, понимаешь, мы, находясь в такой блокаде, нам столько палок в колеса воткнули, что мы все равно лучше них выглядим по факту и физически, и по, это, не знаю, на душу населения, ВВП, не ВВП, как хочешь называй. У нас тут милостыню не просят, может где-то что-то, я не знаю, кого-то вы видели, сейчас не все шикуют, но почти у каждого, во дворе машина стоит, все работу имеют, кто-то вообще не хочет работать, но все равно при бабках, понимаешь, у нас жизнь намного лучше, это с учетом того, что мы в мировой изоляции, понимаешь, мы по всему миру изолированы из-за них, это они во всем виноваты, понимаешь. Если к нам начнут итальянцы ехать, французы ехать, третий, четвертый, там какие-то договора, третье, четвертое, там экспорт, ты представляешь вообще, где мы будем находиться? Ёпта? Какой нахуй Дубай, какой нахуй Монако, блядь? Вот мы здесь так будем, блядь, мы за то, что существуем, мы уже короли, понимаешь? Вича здесь вообще не Вича как пример. Я сейчас объясню тебе другой аспект. Это политическая конъюнктура, конечно. Сеять злобу и ненависть к грузинскому государству, оно само делает это, блокируя наши какие-то маленькие возможности выступления на международной арене под своим флагом. Это блокировка Грузии. Открытие для всего мира. Проблема Грузии. Понимаешь, народ, который не хочет с тобой жить насильно, ты же не заставишь. Вот как сегодня насильно заставляют в Украине ТЦК, отправляют воевать людей насильно. В мире же говорят, зачем вы это делаете? Насильно заставляете людей отправлять куда-то там. То же самое, люди не хотят с вами жить насильно. Это народ, чья это земля, который пострадавший народ, изгнанный народ и всему тому подобное. За 33 года не смогли найти ни одно решение этой проблемы, чтобы как-то решить эту проблему. Невозможно эту проблему решить, потому что притесняя один народ и возвышая другой народ, так не получится. Нужно научиться жить как государство соседи. Надо научиться жить как соседи. Давайте научимся жить не как враги, не как одно государство. Мы не жили в одном государстве. Вы понимаете, что мы ближайшие 300 лет не жили ни в одном государстве. 300 лет мы не жили в одном государстве. Мы были частью Российской империи и частью Советского Союза. Мы не были ни Грузией, мы не были ни Абхазией, ни Абхазия не была Абхазией, ни Грузия не была Грузией. Мы жили в составе России, Российской империи, Советского Союза. Все, эти державы, Российская империя и Советский Союз, распался. Грузия идет демократическим, свободным путем, так же мы идем. Давайте научимся жить сначала как соседи, научимся экономически, сегодня в мире экономических возможностей, научимся зарабатывать экономически, научимся культурно обмениваться. Но вы приходите с точки зрения там какой-то выдуманной вами истории, хотите украсть у одних, приписать себе, так не получается. Мы здесь у любого абхаза спросите, никто к грузинскому народу ненависть не испытывает, нету в нас этого, нету, не будет никогда. Я лично никогда. И по отношению ко мне, если я приезжал в Грузию, тоже ненависть не испытывали, к пацанам не испытывают. Но к моему сожалению, к сожалению грузинского самого народа, в грузинском народе есть огромное количество шовинистов, так же, как и в любом другом народе. Ричард, нас с ними сравнивать не надо. Их там 3,5 миллиона, нас 200 тысяч. Мы не можем несравнимо, мы экономики не можем сравнивать друг друга. Это бред нас сравнивать. Мы, находясь, как ты сказал, в изоляции, у нас идет прирост населения. Со 100 тысяч мы уже 200 тысяч стали. Понимаете, 250 даже. А Грузия после распада Союза с 5 миллионов на 3,5. Вот ключевой момент. Понимаете, здесь нужно научиться жить, научиться слушать, как вы хотите жить в одном государстве, если мы в пространствах интернета и ТикТока, видя друг друга, твою маму, твою жену, твою сестру, твоего ребенка, как мы будем жить в одном государстве? Любая свадьба, любое какое-то массовое мероприятие друг друга убьют. Как вы себе это представляете? Это невозможно. Я же еще раз говорю, нужно найти тут, это должно государство делать. Мы ничего не можем решить, только сеем ненависть. Вот сегодня
пространства интернета появился один парень, осетин, осетинов здесь нету, появился молодой пацан с Южной Осетии, к нему залетают за то, что у него кепка, осетинский флаг, его оскорбляют, грузины оскорбляют, заходят, да, я видел. оскорбляют, и мне было неприятно, я поднялся, говорю, братуха, не все грузины такие, это вот здесь сумасшедшие. К сожалению, их больше, Ричард, их сумасшедших много видно. Они нас не отпустят никогда, они от нас не отстанут никогда, ни от меня, ни от тебя. Хоть мы даже не будем за них говорить, они наши фотографии будут выставлять, рассказывать что-то про нас. Будут всякие сказки, выдумки рассказывать. Да весь мир все знает. Сегодня не время 90-х годов, сегодня нету информационной изоляции. Любой человек может узнать истинную правду, открыв любой носитель и узнать, что происходит и что происходило. Никому вы не накрутите эту ложь, только лишь ту ложь, которую передают родители одним другим. Все. А что касается Ника Хвичи, Ричард говорил, что у него брал русский журналист интервью, он отказался с ним говорить правильно на русском языке. Да. Это неправильно, хотя когда он играл в Наполе, к нему приезжали русские журналисты, играя в Наполе, он давал интервью на русском языке и благодарил Семина и Локомотив, хотя он там полгода всего играл. Безусловно, футбольную карьеру он начал именно там, ну как взрослый футбол, он начал играть там, он не должен забывать ни про Рубин. Рубине он. Да, но я видел интервью, где он, благодарил и Семина, и всех, но когда он играл в Наполе. Когда в ПСЖ он начал именно такую риторику, вести, потому что сегодня в мире принято блокировать вот это, понимаешь, все, что есть русское, российское, блокировать, об этом говорить. Понимаете, проблема в чем таких ребят, как Хвича и вообще многих других, что они лезут, пытаются их, не они, а их заставляют быть в политике, понимаешь? Если он не будет так говорить, у него отнимут контракт, Ричард. Если он не оденет повязку с ЛГБТ флагом, у него отнимут контракт, понимаешь? Они зарабатывают так, как они могут зарабатывать. Спорт не должен быть в политике. Ну, к моему сожалению, спорт сегодня в политике и находится. То же самое, что и ты говорил. Сегодня твой сын, дай бог здоровья, занимается борьбой и выйдет на международный уровень. И у него нет возможности поднять свой абхазский флаг. Ему придется выступать за сборную России. Или же там другой страны придется выступать, но за сборную Абхазии он не сможет поднять на мировой арене флаг. Это не наша вина. Понимаете, это вина правительства вашего там в Грузии, которое не хочет сесть и переговоры, понимаете? Вы многого, ребята, не знаете. Абхазская сторона много раз шла на уступки, пыталась наладить отношения с грузинской стороной. Можете эти все события посмотреть. В 1998 году президент Абхазии Владислав Григорьевич Арзымба приезжал в Грузию, встречался с Шеварднадзе, и они говорили о мире, говорил сам Владислав Григорьевич Арзымба говорил о возвращении беженцев домой. Там черно по белому человек своими словами говорит, в первую очередь мы должны вернуть людей домой. Люди должны вернуться в свои дома. Вот его слова. Это человек, который воевал, который выиграл эту войну, был главнокомандующим президентом. Он об этом говорит. Почему у вас нет... Но они, Гоша, тут ключевой момент, они не захотели вернуться домой. Они захотели вернуться в Грузию, понимаешь? Вот эта хуйня вот здесь в голове сидит у них, короче, понял? Вот в голове она сидит, и то, что они тут говорят, наши дома, все это хуйня. Если бы они хотели вернуться домой, ну, соответственно, сейчас те, которые оружие подняли, за них вообще, Владислав их вообще точно их не запускал бы. Там учитывались другие моменты вообще. Сейчас люди, которые против нас оружие подняли, там уже... Послевоенную Абхазию кто хотел возвращаться? Только мы здесь жили в блокаде, никто сюда не хотел возвращаться. Это во-первых. А во-вторых, Ричард, их даже на этих переговорах не спросили. Абхазскую делегацию со стороны Грузии даже не пустили на эти переговоры. Там журналисты об этом говорят. Когда Владислав Григорьевич с Шеварднадзе, они сидели, подписывали документ, абхазскую делегацию со стороны Грузии их даже не пустили. Им даже не дали возможности согласиться или поехать, или что. Их даже туда не позвали. И вот о чем я хотел сказать. Зачем вы представляете нам претензии? Все претензии вы должны говорить грузинской стороне, грузинскому государству. Все
все претензии туда. К нам не нужно претензий ни ко мне, ни к Ричарду, а именно к Шеварднадзе, Титоване, Юсельяне, которые устроили государственный переворот в стране, гражданскую войну в Грузии, убийство мирных жителей в городе Тбилиси, которых 200 человек убили, ограбили, изнасиловали в самом Тбилиси. За это еще никто в тюрьме не сидит и не сидел. Вы туда должны, а от своего бессилия, что вы не можете своему правительству сказать, вы нам приходите это высказывать. Я вообще ничего не решаю. Я вообще на меня посмотрите, я распиздя, что вы от меня хотите? Зачем вы меня приходите ругаете или Ричарда ругаете за наши фамилии, за нас? Мы знаем свое происхождение, свои рода, кто мы есть. Вы в себе разберитесь. Вы думаете, что если у человека кончается фамилия на «я», он или должен быть обязательно грузином, или мигрелом, или кем-то еще? Хватит, ребята. Я живу в 21 веке, и все. Вот это тоже, кстати, большая проблема, когда люди до сих пор ссылаются, понял, на твою фамилию, на твое вероисповедание или еще что-то. Ты понимаешь, вот это очень большая беда. Тут один, понял, вот выразился, знаешь как, человек, с которым мы там, сейчас не хочу имя называть, знаешь, как он сказал, грузин, говорит, который принял мусульманство, для меня автоматически перестает быть грузином, говорит, он для меня не грузин. Мол, он обосновывает это тем, что, нас, мол, при турках, при этих, насильственно, мол, когда, мол, жизни лишали, мол, не отказывались, а сейчас человек, мол, добровольно, Теперь вопрос такой, знаешь, а кто ты такой, чтобы ты определял, кто грузин, кто не грузин, кто абхаз, кто русский, кто такой, кто четвертый. Если тебе человек говорит, что он грузин, значит он грузин. Если тебе говорит, что он абхаз, значит он абхаз, блядь. В чем проблема? Зачем это все до сих пор, блядь, по религии, по фамилии, по образу жизни, блядь, определяют национальность, ёпта, здрасте, блядь, до свидания. Это глупости, понимаешь, это все глупости. Но с одной точки зрения, знаешь, что я скажу, человек, отказавшись от своей религии, знаешь, не изучив свою, вот смотри, если человек изучил свою религию и какие-то там вопросы не нашел, не ответы на вопросы и ушел с религии, тогда, знаешь, я могу это воспринять. Но если человек слабохарактерный, и к нему какие-то там люди пришли и наговорили ему, и он принял другую религию, для меня тоже он перестанет быть братом, если честно. В любом случае, потому что если ты в своей религии не разобрался и пошел в другой религии разбираться, для меня он тоже не брат. Но решать его национальность или еще того, что-то никто не имеет права, понимаешь? С религиозной точки зрения, если мы говорим. А так мы свободные люди, кто какую хочет вероисповедание, пусть и воспринимает, лишь бы это ему на пользу шло, лишь бы ему на пользу семье. Я знаю многих ребят, которые, допустим, приняли ислам, и они стали хорошо себя вести в жизни, у них все реализовалось. Или наоборот, они приняли христианство, у них все стало хорошо, если это идет на пользу. Но если ты меняешь религию, чтобы кто-то тебе на уши навешал, конечно, ты овца и будешь жить как овца. Но к нашему сожалению... Нет, это понятно, если ты овца, то ты овца, это понятно. Я знаю, о чем смотри, ты говоришь. Гоша, я тебя уверяю, сейчас если бы мы с тобой родились бы где-нибудь, не знаю, в Саудовской Аравии или где-нибудь, где мусульмане, в основном проживают, мы бы с тобой были мусульманами, понимаешь, конечно, потому что мы там родились. И это был бы не наш с тобой выбор. Был бы не наш с тобой выбор. И когда человек, я знаю, у меня близкий, понял, кстати, грузин по национальности, он, знаешь, он когда вырос, уже, человек начинает что-то размышлять, думать, туда-сюда. И ты знаешь, человек был очень нервным, очень вспыльчивым, везде постоянно, из-за него сколько мы драк попадали. За малейшее, где можно обойти, он сразу, руки поднимал, драки лез, там 6 человек стоит, похер, блядь, какие-то вечно такой эмоциональный был.
Человек реально себя нашел. Вот ислам принял, вот человек счастлив, понимаешь, он спокойный, у него все хорошо, у него жизнь, у него вот этих депрессий, вот этих вот выходков, короче, да, семья появилась, дети, все, короче, знаешь, человек нашел себя, понимаешь? И как я сейчас могу сказать, ты мне не брат, ты там вот, тебя в детстве крестили, короче, когда ты был маленький, тебе было там, не знаю, полгода, ты там кутулик болтался, тебя там окунули, сказали, вот ты христианин, понимаешь? Поэтому я вообще, братан, я не осуждаю такие моменты, когда кто-то мусульманство принимает, кто-то наоборот из мусульманства, я многих знаю, которые мусульмане, да, там, ты же тоже знаешь, Гоша, были мусульманами, да, семья мусульман, человек говорит, истина во Христе, короче, пошел, покрестился, и, то есть, он в себе это нашел, понимаешь? Поэтому для меня это вообще не барьер, понимаешь, там человеку, короче, клеймо ставить. Нельзя это. Я тебе говорю, если человеку это идет на пользу, это хорошо. Но если он это делает, потому что его зомбировали, ему это внушили, и он это делает для того, чтобы какую-то благо от этого получить, для меня он не будет братом. Не, это понятно, если ты там блага какие-то ищешь, выгоды. Кто-то, знаешь, кто-то еще, помнишь, там был момент, если человеку это на пользу идет, пусть он хоть, я не знаю, баптистом будет, атеистом, если это ему идет на пользу. Человеку, как человеку идет на пользу. Мы, с моей точки зрения, с моей религией христианской, православной, там все сказано. Главное быть человеком и оставаться человеком, и все. Да, самое главное правило в жизни, по факту, да, кем бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, просто не мешай окружающим, вот и все. Это самое главное, самое первое. Если вот все, что твоя душа желает, ты можешь это все делать. Главное, не мешай другим, вот и все. Хочешь мусульманин, хочешь буддист, Хари Кришна, кого хочешь выбирай, делай, что хочешь, в общем. Просто главное, чтобы ты этим самым не мешал другим окружающим. Да и вообще, Гоша, у нас Абхазия, да, Гоша, чтобы ты понимал, нигде нету такой страны, как Абхазия, да, вот что касаемо вот эта вот гармония у нас, да, которая, да, у нас, смотри, братан. Вот смотри, у нас больше именно, вот мы больше традиционалисты, вот местные, да, коренные, мы именно больше традиционалисты, вот у нас больше вот традиции, понимаешь, больше вот в приоритете. Но вот эта вот гармония, церковь, короче, понял, там, мусульмане, традиции, вот это все воедино, у нас какой-то, знаешь, такой микроклимат такой образовался, у нас тут и армяне, короче, понял, да, вот, армяне свои праздники, когда вот многие армяне, я знаю там, когда у них вот этот, как этот день их не называется, постоянно зовут, приходи, всех зовут в гости, приходите кушать, пить, короче, понял? То есть, в гармонии это все, понимаешь, и мы друг другу не... Курбан-Байрам, когда происходит, да, все там, типа, у нас на государственном уровне этот, как его, выходной, понимаешь? У нас христианские праздники, мусульманские праздники, это, то есть, это даже все не то, что просто на словах, это все у нас в Конституции, все задокументировано, сука, я русский язык забыл. Потому что у нас многонациональная и многонациональная республика всегда была, понял? Всегда было у нас так, понимаешь, мы перестали это делать. Ника, я знаю, что в Грузии тоже так, но, к сожалению, Ника, вот сегодня есть люди в Грузии, есть несколько людей, да, которых мы на каждый день видим, это Арсенал и его стрим, да, которые оскорбляют мусульмане, оскорбляют азербайджанцев, оскорбляют турков, да и, в принципе, пророка Мухаммада и Коран, живя в Батуми, я не знаю, как они до сих пор там живут, и на протяжении уже нескольких лет оскорбляют под флагом Грузии, рассказывают, что они грузины, оскорбляют целую религию, целые народы и целые национальности. Понимаете? Вот смотрите, ребята, я Гоша. Я знаю народ, я знаю, кто такие картвелы, мне никто не расскажет, не научит. И хоть я здесь 100 000 гондонов увижу, я не скажу никогда, что грузины плохие, как нация. Я не скажу. Но здесь есть поколения, которые не видели живых грузинов, не бывали в Грузии. Вот Ричард не был в Грузии никогда. Он не знает, как там живут люди, к примеру говорю. И сегодня люди могут в социальных сетях посмотреть
на людей и узнать людей через социальные сети. И видя вот то, что тут творится, конечно, это будет сеяться ненависть. Понимаете, внутри вашей... Почему сегодня, Ричард, вот почему сегодня в Грузии приняли закон о интернете и о всем остальном? Нет, я мигрел, Амиран. Понимаешь, почему сегодня в Грузии приняли закон о ругательствах в социальных сетях? Почему именно сейчас в Грузии нигде не приняли, а здесь приняли? Почему? Потому что они нас смотрят, братан, они нас смотрят. Они реально заняли... Не только нас, они мониторят, секунду, они мониторят, что происходит, что определенные личности грузинской национальности, которые сеют межнациональную рост, русофобию, абхазофобию и все остальное. Амиран, если ты хочешь это обсудить, и, кстати, к тебе есть вопрос, Амиран, это как я там, Курдагия или Курдгелия, я не знаю, как там правильно, не обессудь, тебе тоже будут вопросы. Да, я мигрел, который не грузин, представь себе, который с 1926 года не поменялся. Ричард, вы это и сделали, понял, как тебе сказать, в Грузии этот закон, потому что эти люди уже перешли все грани, понимаешь, Грузию хотят во всем мире воспринимать как культурных, традиционных, нормальных, хорошая история, а они все портят, понимаешь, и потому сегодня этот закон есть, и целый, понимаешь, я тебе скажу, открыли, у них целый отдел, который этим заниматься будет, понимаешь? Я надеюсь, что это вопросы. Амиран, что за, глупости, вопросы, интересы? Ты не на улице находишься, и ты не являешься тем человеком, с которым кому я буду интересы задавать или вопросы. Не мурчи, понял? Я тебе говорю, со мной ты не мурчи, потому что ты и я разного уровня, понял? Ты есть, которому человеку мама рассказала, а я тот человек, который прожил жизнь, понял? Судя по твоим видео, которые мне достались. И ты спроси, Амиран, у своей мамы, когда тебя мама на руках через перевал несла, через Сванский, кто вас в конце ограбил, Мигрелов? Кто, когда ты во время войны шел через перевал Сванский, спроси у мамы, если мама, дай бог, здоровья и жива, спроси у нее, кто вас там в конце ограбил и кто за золото хлеб вам продавал. Спроси, Амиран, понял? Тебе, 5 лет, и ты не собрал мозги? Мне не о чем общаться с тобой, я тебе еще раз говорю. Иди у мамы спроси, кто грабил. Тарков, Абхазия. Короче, в Грузии вышел закон. Короче, кто будет вот так вот маты, перематы, межнациональные вот эти вот моменты напрягать, короче, на них уголовное дело заводят. Сперва штрафы, мрафы, а потом уже и даже срока будут давать. Это же не просто так, потому что они... Да, за межнациональную рознь. Потому что они вообще за оскорбления в интернете, за любые оскорбления в интернете будут они наказывать. Потому что есть бренд Грузия, бренд... Гоша, не за любые, не за любые. Там именно вот любое оскорбление, если тебя оскорбляют в социальных сетях, и ты об этом заявишь, вообще, let's go. Даже так? Да, даже тебе заявлять не нужно. Они будут это мониторить, сидеть, смотреть и все. И будут видеть. Ребята, добро пожаловать в Северную Корею. Так получается опять в Абхазии, опять впереди. И мы не как в России, не как в Грузии. У нас опять больше свободы слов, больше свободы говорить. У нас таких законов нет. У нас законов об инагентах. Гоша, теперь они к нам точно вернуться захотят. Еще больше, понимаешь, блядь. Послушай, Ричард. Нормальные люди. В Абхазии можно материться, поехали туда, блядь. Слышишь, Ричард, нормальные люди, они и так приезжают в Абхазию. Ты что, не видел грузинов, которые приезжают в Абхазию? Приезжают, дай бог здоровья. Кто к нам приезжает, значит они... У кого жопа грязная, он в Абхазию никогда не приедет. Только приезжают люди, те, у которых чистые намерения и чистый послужной список.